Всем доброе утро. 5 мая вместе с программой «Утро Якутия» встречаем мы, Екатерина Винокурова, Павел Танин. Я считаю, что всем хорошего настроения. 5 мая, встреченная с программой «Утро Якутия», лучше, чем просто обычное 5 мая. Поэтому, если вы нас смотрите, значит, день у вас сегодня обязательно задастся, будет складным, ладным и так далее. День недели на дворе четверг. Да, и этот четверг... Трудовая неделя невероятная позади уже почти, что буквально один день остался. А уже устали, А да? уже устали. А уже устали. А тем не менее, этот четверг отмечен очень особенной датой. Сегодня отмечается Международный день акушерки. И с гостем студии мы поговорим о значимости этой профессии для каждой женщины и девушки. Вообще обсудим, какие условия сегодня созданы для рожениц Якутии. Далее узнаем, какие штрафы ожидают дачников в этом дачном сезоне, и чего можно делать у себя на участке, чего делать лучше вообще не стоит. Также узнаем, какие общественные пространства и территории в этом году могут благоустроить в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Оставайтесь с нами и не забывайте писать на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Пишите его в строке поиска слитно и подписывайтесь на нас, следите за анонсами, вопросами. Можете задать какие-то интересующие вас вопросы или кого-то поздравить. Да, можете вот тот действительно QR-код скопировать, считать на телефоне и сразу попасть на наш канал, нажать кнопку «Подписаться». Еще у нас есть номер телефона 8 914 273 4488. Мессенджерами, сообщениями, смс можете присылать какие-то свои вообще темы, идеи для наших сюжетов, для наших выпусков. Просто какие-то поздравления, задавать какие-то вопросы. По мере возможности будем отвечать. И вот буквально перед эфиром уже пришли первые сообщения. Я с радостью их прочитаю. Первое такое замечательное. Дорогую, любимую нашу маму, бабушку, прабабушку, ветерана тыла и труда Акулину Егоровну Никулину поздравляем с днем рождения и наступающим Днем Победы. Желаем долгих лет жизни, здоровья. Дети, внуки, правнуки из Якутска, Анабара, Абыя. Мы присоединяемся к поздравлениям. Напомним, что также можете сделать и вы посредством наших телефонов. Ну а далее по традиции к этой минуте знакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 4 градуса. В заречной группе до плюс 1-3 градусов. В южных минус 1,4, в Вилюйской группе минус 2,0 градусов. В Нижневенских от минус 7 до плюс 1, в западных минус 2,0 градусов. В Колыме-Дигирской группе минус 9 плюс 2, в Янских минус 4 минус 12, на северо-западе 4-16 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила плюс 3 градуса, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нас ожидает небольшой дождь, ветер северо-западный подует до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 4, плюс 6 градусов. Паш, как ты смотришь на то, чтобы неделя длилась всего 4 дня? Мы на этой неделе смотрим на то, как неделя длится 3 дня рабочая. Но вообще, на самом деле, разговоры о 4-дневной рабочей неделе, они ходят давно, многие поддерживают эту идею. Я в числе этих людей, потому что, если разложить большинство рабочих, не рабочих, а большинство профессий, большинство работ, то убрав все перерывы внутри рабочего дня, за 4 дня можно спокойно свою работу выполнять и высвободиться еще один дополнительный день, чтобы набраться сил и с новыми силами новую трудовую неделю встречать. И вообще говорят, что переход к 4-дневной рабочей неделе – это вопрос недалекого будущего. Да, так заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Он обратил внимание, что некоторые предприятия уже работают в таком формате в рамках дистанционной или неполной занятости. Депутат напомнил, что в разгар пандемии коронавируса это было одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения стабильной работы компаний. Но главное условие здесь поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла. А там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна. По мнению Ярослава Нилова, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будут постепенно перекладывать на технику. Это позволит освободить время на инвестиции в себя и свой интеллект. В целом это хорошо, главное, чтобы это не било по карману. Вот, кстати, да, это очень важный момент, потому что, говоря про 4-дневную рабочую неделю, многие люди сразу задаются вопросом, получается, зарплата-то меньше станет, рабочих дней в месяце будет меньше. Да, было бы хорошо, если бы назначили 4-дневную неделю и с сохранением нашей зарплаты за 5-дневную, конечно же, это было бы неплохо. Тем временем МВД представила новую инструкцию для ДПС по надзору за дорожным движением. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. На него обратила внимание газета «Коммерсант», и согласно документу инспекторам запрещаются любые высказывания и действия, дискриминирующие по полу, возрасту, расе, национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному или семейному положению, политическим или религиозным предпочтениям. Недопустимы грубость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, проявление пренебрежительного тона и заносчивости. Помимо того, сотрудники ГИБДД не должны допускать оскорблений в разговоре с водителями. Сотрудник ДПС обязан быть вежливым и тактичным, обращаться на «вы». При этом документ разрешает инспекторам вскрывать автомобиль, в том числе путем проникновения. Эта норма содержится в новой редакции закона о полиции. Инспектор, да вы токсик. Ну, на самом деле... Да, главное, чтобы не токсичным. Да. Но на самом деле, так свои 5 копеек вставлю, в бытность телевизионной журналистики новостной очень часто приходилось работать именно с ДПС-сотрудниками ГИБДД, ДПС в различных рейдах. И вот никогда за ними не было замечено с моей стороны вот все, что сейчас запрещается делать в редакции нового закона о полиции. Но, как говорится, поживем. Увидим. Между тем, Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности обратился в МВД с предложением ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности. Другими словами, предлагается ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров. Такое предложение поступило на фоне растущей аварийности с использованием таких транспортных средств. Комитет считает необходимым рекомендовать Министерству внутренних дел России совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицам, осуществляющим эксплуатацию средств индивидуальной мобильности. Так, по данным МВД, в прошлом году зарегистрировано около 700 ДТП с участием электросамокатов и подобных девайсов, что на 68% выше, чем годом ранее. Вот как ты считаешь, нужно это или нет? Получается, чтобы ездить на самокате, нужно получать права. Ну вот просто обычный самокат, понятно, что нет. Электросамокаты, заполняющие нашу жизнь и так далее, у которых и скорость достаточно неплохая, думаю, стоит. Для скутеров вообще обязательно. Для скутеров я бы ввел и водительские права, прям обязательные, конкретной категории А, как у мотоцикла. Да, я соглашусь, потому что статистика не обманывает. И некоторых велосипедистов же тоже заставил бы сдавать на водительские удостоверения. Заставил бы, будучи бы, если бы был бы уполномочен это делать, конечно. Потому что порой едешь такой за рулем, а в левой полосе встречного движения с края. Да, резко вылетает. Выезжает налево, а велосипедист не может так делать. Он может поворачивать с дороги только с правой полосы направо. Ну, далее у нас очень хорошая новость. Да, в начале этой недели в якутских роддомах состоялась торжественная выписка детей, родившихся 27 апреля, в День Республики. В этом году это не просто праздник, он двойник, двойной.
Да, потому что Якутия отмечает свое столетний юбилей образования своей автономии. Выписка прошла в рамках проекта «Дети столетия», а также Году матери, объявленным Айсеном Николаевым в этом году. Как проходило мероприятие, узнавала Ульяна Шагина. Сладко посапывая в кроватке для новорожденных, долгожданный 4-й по счету богатырь Николая и Екатерины Васильевых и не подозревает о том, в какой исторический год для родной республики он появился на свет. Имя сыну супруги еще не придумали, но точно знают, что свяжут его с исторической датой. Варианты есть, связанные со столетием, но пока еще не выбрали точно. Да, есть такой вариант тоже. Очень много предложений, вариантов родственников идет. Вот, поэтому думаем и еще раз На семейном думаем. совете потом будут решим. 27 апреля в Национальном центре медицины на свет появилось 3 детей. Все мальчики. Талисманы столетия образования Якутской ССР. А в перинатальном центре и вовсе 21 малыш. Это мой первый ребенок, долгожданный. Очень хотели, очень ждали, и вот свершилось наконец-то радостное событие. У нас срок должен был быть 6 мая. У меня на 27-е была куча планов. Салют хотела посмотреть, но у человека были свои планы на это. Думаю, что то, что он родился именно в столетие республики, для него тоже будет каким-то значимым событием. Сегодня мы представляем 9 матерей, остальные пока на наблюдении. Поэтому сегодня мы, это дети, те, которые выписывают хорошо, чувствуют себя, роды естественным путем было всех. Поэтому действительно наша республика, День республики прибавления жителей нашего города Якутска и Республика Саха-Якутия. «Дети столетия» – проект, стартовавший с этого года по инициативе главы региона Айсена Николаева. В рамках проекта каждая семья, родившая малышей в 2022 году, получает целевой капитал в размере 100 тысяч рублей. Неплохое стартовое начало для молодой семьи. Управление социальной защиты на основе свидетельства о рождении ребенка, который мы получаем в порядке электронного взаимодействия от органов ЗАГС, мы такой сертификат назначаем. А когда уже семья уже примет решение о распоряжении непосредственно, конечно, необходимо подать заявление. Сертификат можно направить, это традиционно, как на улучшение жилищных условий, на реализацию мер по развитию личного подсобного хозяйства, транспорт. И, конечно, есть новые направления, такие как вклад на счет ребенку, который может быть открыт, на санаторно-курортное лечение, на отдых семьи с ребеночком. Между тем, символом рождения детей в юбилейный год стала серебряная погремушка. Подарок каждому малышу от главы республики Айсена Николаева. На каждом из них выгравирована официальная эмблема 100 лет Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Теперь каждый маленький хозяин такой погремушки будет иметь свою личную историю появления на свет, связанную с большой вековой датой Якутии. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Вскрытие рек в Якутии ожидают на одни четверо суток раньше обычных сроков. На реке Лени нижнюю кромку ледохода наблюдают в Иркутской области, у села Змеиново. Это в 420 километрах выше границы Якутии. На всем протяжении рек Лена, Алдан и их притоках продолжается повышение уровней воды до 10 сантиметров в сутки. В соответствии с прогнозом, вскрытие на реке Лени в пределах Халенского и Алекминского районов ожидается с 4 по 13 мая. В Хангаласском районе и в Якутске с 13 по 16 мая. В Кобяйском районе 17-19 числа. Рейды охотнадзора тем временем усиленно проходят в регионе. В период выходных с 30 апреля по 3 мая всего провели 26 рейдов, в том числе совместно с МВД Якутии. Выявили более 20 нарушений в Верхневилюйском, Амгинском, Намском, Алекминском, Хангаласском, Татинском, Мегино-Кангаласском районах и в городе Якутске. Изъято 11 охотничьих ружей. Также провели почти 170 инструктажей под роспись. Всем охотникам выдали памятки.
Руководство Вилюйского района подписало соглашение о совместной работе в развитии пчеловодства с Республикой Татарстан. В Вилюйском улусе пчеловодством впервые начали заниматься в 2016 году. С тех пор высокий спрос на продукцию делает этот бизнес весьма прибыльным и рентабельным в районе. Сейчас этим делом в улусе занимаются 2 больших хозяйства и более 10 фермеров. В рамках соглашения в Вилюйском улусе хотят организовать племенное хозяйство по разведению пчел старорусской породы. Мы уже поставляли несколько раз в ваш регион наших пчел. Они себя показали очень даже положительно. Как сегодня сказали, вы даже взяли товарную продукцию. И для ваших условий не маленький, то есть объем товарной продукции. И в дальнейшем, если будем развиваться, то есть мы будем поставлять вам именно пчел наших и в плане создать еще племрепродуктор. То есть для того, чтобы уже вы не закупали пчел, допустим, в дальнейшем уже в других регионах Российской Федерации, а занимались своим разведением породы пчел, которые более-менее пригодны для содержания в суровых условиях климатических ваших Якутии. Первые пациенты перешагнули порог нового кардиососудистого центра в Якутске. Так, с открытия в учреждении проведено 6 операций, налажена работа кардиологического отделения. На сегодня главной задачей специалистов стал запуск медицинской помощи при неотложных состояниях. Начало работы первичных сосудистых отделений регионального центра для лечения больных с острым коронарным синдромом запланировано на май. А уже в июне запустят вторую часть регионального центра неотложную помощь при острых нарушениях кровообращения мозга. В нашем центре создается дистанционно-консультативный центр. Это будет круглосуточный пост медицинского регистратора с привлечением врачей и анестезиологов-реаниматологов по 2 профилям для максимального улучшения оперативности, получения всех звонков и сообщений о необходимости госпитализации. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой мы показывали сюжет про выписку детей в Якутске, родившихся 27 апреля, в День Республики, в День столетия автономии нашего региона. Но не зря мы его показали, потому что сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря чьим заботливым рукам многие из нас появились на свет и, собственно, дети, которых выписали, о которых был сюжет, потому что 5 мая считается Международным днем акушерки. И основная цель этого праздника – информировать население о важности работы акушерок, значимость в этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний, навыков очень часто зависит жизнь и ребенка, и матери. Международный день акушерки – это хороший повод для каждой представительницы этой профессии познакомиться с коллегами, завязать новые связи и расширить свои знания профессиональные. И сегодня у нас в гостях Анна Иванова, акушерка родового отделения перинатального центра. Мы с ней поговорим о значимости этой профессии. Анна Семеновна, доброе утро. Доброе с праздником утро. вас. Доброе утро. Спасибо. Вот. Ну, раз говорим о профессии, какие сегодня условия в регионе вообще созданы для сопровождения беременных женщин, молодых мам? То есть насколько можно хорошо оценить эту работу? Очень хорошие условия созданы, я бы сказала, даже комфортные, начиная вот с женской консультации, заканчивая перинатальным центром. Все беременные женщины, например, находятся под наблюдением. Очень хорошие условия созданы. Вот исходя из вашего опыта, сколько вам приходилось принимать родов за день? Может, рекорд какой-то был? Какой-то, да, для себя? Самый мой рекорд был в день 7 родов, а вообще в день 20 детей родилось в один день. Это рекорд. Это в какой день, не помните? Помню, в прошлом году весной было. А вот 20 детей, когда родилась, она была в феврале этого года. А нет, не в феврале, в декабре. Перед прошлого Новым года, да. Ну, смотрите, раньше была такая, не тенденция, раньше, как правило, женщины сами рожали, то есть имеется в виду естественно, в родильных отделениях, но самостоятельно. Сейчас очень часто распространяется кесарево сечение, с чем это вообще связано, то есть, может быть,
как-то физиология меняется у людей или что-то такое? Ага, вы спрашиваете процент роста кесарево сечения? Нет, сейчас рост родов повысилась, поэтому, соответственно, и из кесарево тоже повысилась процент. А как лучше рожать первого ребенка? Конечно, естественно. Естественно. Естественно, роды это всегда хорошо, когда через 2 часа уже привела в себе порядок, встала, пошла. Ну вот вообще, когда кесарево сечение используют этот метод, то есть какие По показаниям, рекомендации? по медицинским только показаниям. Ну, какие показания бывают? Показания бывают разные. Иногда бывает, что у женщин травмы всякие, у ребенка может быть возникнуть во время родов там сердцебиение ухудшится или что-то, дискомфорт ребенку будет. Ну вот разные показания есть. По медицинским показаниям может быть всякие разные. А допустим, роженица сама может сказать, вот я хочу кесарево? Ну, она Есть ли такое скажет, право? конечно, скажет, но этого мы не допускаем. То есть по хотению кесарево сечение не делается. Ну вот мы знаем, что есть такое вот мнение в народе, что дети, рожденные естественным путем и рожденные через кесарево, да, чем-то отличаются. Правда ли это? или Нет, чем? никаких отличий Если нет. Нету никаких отличий нет. А в случае матери? Может быть, у нее Отличается мать от другой матери, какой-то вот материнский инстинкт, может быть, вот пройти через боль вот эту и через естественные роды, или же операционным путем? Нет, отличий никаких нет. Все равно у матери проснется материнский инстинкт, все равно через кесарево или через естественный род. Ну вот, а если, допустим, тоже такой интересный момент, вот если первый ребенок, к примеру, был рожден кесаревым сечением, можно ли второго самостоятельно родить или только кесарево? Да, самостоятельно можно родить после того, как пройти УЗИ. То есть УЗИ посмотрели, если рубец старый позволяет, то можно родить, естественно. И ни одного, да? Но надо каждый раз наблюдаться. А что под собой подразумевает понятие «трудные роды»? Что это такое? Трудные роды? Трудные роды... Ну, роды это всегда трудность, да. Через нее всем приходится пройти, практически всем женщинам. И, как сказать, трудные роды это... Ну, когда очень плохо тужатся женщины, вот это всегда считается как трудные роды. А трудные роды всегда сами трудные. Трудный процесс достаточно, но естественный. Да. Вообще тоже такой немаловажный вопрос, когда все-таки оптимально для женщины, для девушки рожать первого ребенка, в каком возрасте? Есть какие-то вот прям рекомендации медицинские? Рожать всегда сами знают, кто во сколько родить, но с медицинской точки зрения с 20 до 30 это оптимальный самый возраст. Ну, вот говоря как раз, да, вот про этот рубеж 20-30, статистика показывает, что сейчас очень много девушек, женщин, рожающих уже после 30. Есть такая тенденция. Их стало больше, да, действительно. Нормально ли это? Я считаю нормально, потому что сейчас молодежь другая. Они сначала растут как личность, идут по карьерной лестнице и потом осознанно уже создают семью. Ну а в последнее время вот часто ли встречаются дети, рожденные с какими-то патологиями? Как-то вот с чем это связано и влияют ли вот вредные какие-то факторы, да, на это? Сейчас встречается очень редко с патологией рождаемости, как раньше было, да? Сейчас из-за ранней диагностики это уже можно выявить, да. И с развитием медицины это возможно раннее вычисление патологии и сейчас очень редко рождается. Кто не наблюдается, вот у них может быть. На вашем опыте были какие-то интересные моменты, когда
рожали детей, да, при каких-то условиях, там, я не знаю, откуда-то их доставляли. Это вот необычные именно Роженицы. случаи рабочие. Да. Ну, такого прямо за 14 лет работы, такого прямо сейчас не вспомню, но роды это всегда интересно, всегда. Каждый раз как первый. Да, ну, когда рождается ребенок, очень радуешься с мамами вместе. Ну, это, да, действительно Очень интересно всегда. удивительно, Да. правда, как вот природа, да? Мы вас поздравляем еще раз с профессиональным праздником. Спасибо. Как будете отмечать сегодняшний день? На работе. На работе с ночевкой. С ночевкой. Ну, вообще, Ночное дежурство. я всегда считал, что лучшее отмечание профессионального праздника — это непосредственно профессиональной деятельностью в этот день заниматься. Анна Семеновна, спасибо еще раз с праздником. Пожалуйста. Отличной вам смены сегодня. Спасибо большое. Ну, а ни один человек не станет спорить с тем, что люди – существа сугубо социальные. Общение с близкими, друзьями и родственниками нам необходимо, как еда и вода. И чтобы напомнить всем остальным, насколько важно общаться друг с другом и проявлять поддержку и заботу, был учрежден международный праздник 5 мая – День общения. Кому и когда пришла идея отмечать этот день, неизвестно. Ну, а, конечно же, Всемирный день общения следует отметить в кругу близких и друзей за легкой, интересной и непринужденной беседой. С другими датами и событиями этого дня знакомимся далее. На календаре 5 мая. Сегодня отмечают Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки. В России отмечается День водолаза и День шифровальщика. По народному календарю сегодня День луки. На луку высаживали на грядке лук. Это растение считали на Руси целебным. И не зря. Впоследствии его свойства подтвердили медики. Лук входил в состав многих народных лекарств. В сочетании с медом, например, использовали как средство от гриппа и атеросклероза. В этот день, в 1764 году, в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. 110 лет назад, в День советской печати, вышел первый номер газеты «Правда». В соответствии с календарем профессиональных праздников, празднование Дня российской печати установлено на 13 января. Но среди людей, отмечающих День печати, есть и такие, кто делает это по старинке, то есть 5 мая, в день выхода первого номера газеты «Правда». 101 год назад в Париже состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Духи признаны самым знаменитым ароматом 20 века и самым продаваемым в мире. В этот день родились Юрий Назаров, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Любовь Егорова, советская и российская лыжница, 6-кратная олимпийская чемпионка, герой России. Адель, британская певица, автор-исполнитель и поэт. Крис Браун, американский певец и актер. Именины в этот день отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Платон и Федор. А еще одну знаменательную дату сегодня отмечают в Нерюнгри. Там дети разных народов вот уже 30 лет поют якутские песни и играют на хамусе. В столице Южной Якутии состоялся юбилейный концерт детского фольклорного ансамбля «Чуранчик». Зрители тепло встретили юных артистов. Каждое их выступление сопровождалось громкими аплодисментами. Солист ансамбля, восьмиклассник Ярослав Гара, занимается в Чуранчике 8-й год. Юноша очень любит петь якутские песни. Ну, из 1 класса, получается, уже и хожу в Чуранчик. Мне нравится этим заниматься. У нас очень хороший руководитель, Попова Маргарита Дмитриевна. С ней, ну, она как руководитель очень хороший, с ней очень интересно проводить занятия. И вот такие концерты у нас, получается,
очень даже хорошо. Детский фольклорный ансамбль «Чоранчик» был создан 30 лет назад. Его бессменным руководителем является преподаватель национальной культуры высшей категории, отличник образования Якутии Маргарита Попова. Выпускники первые мои на сегодняшний день все 42-летние молодые люди, живут в разных регионах нашей необъятной России, работают в нашей республике, все успешные. Ансамбль «Чоранчик» – неоднократный победитель и лауреат республиканских, российских и международных конкурсов. Помимо разучивания песен, дети, занимаясь в ансамбле, узнают культуру, историю народа и с удовольствием играют в национальные настольные игры. Благодарность огромная Маргарите Дмитриевне, потому что для нас она уже человек очень близкий, мы ее безумно любим. Мы довольны тем, что мой ребенок осваивает историю, культуру Саха, поет песни на языке народов Саха. В этом большая благодарность руководителю. Я очень рада и довольна. Якутские народные песни в исполнении ансамбля «Чоранчик» никого не оставили равнодушным, а игра на хамусе талантливых школьников в ярких национальных костюмах вызвала у публики бурю эмоций и восхищения. Лично я под большим впечатлением. Мне очень приятно, что такие маленькие, замечательные артисты, наши нюрнбергенцы, с такой любовью, с такой теплотой поют душевные, эстрадные, фольклорные песни и несут тепло и доброту в наш мир. Ребята огромные молодцы. Я благодарю их за талант, за творчество, за профессиональное сценическое мастерство. Я не перестаю удивляться, я не перестаю восхищаться. Конечно, титанический труд и искусство – это огромная сила, которая объединяет людей разных национальностей. И особенно в это время до слез приятно, что мы живем в мире, и вот такие люди несут добро через искусство. Желаем ансамблю «Чоранчик» дальнейшего процветания, и пусть звонкие голоса детей разных народов звенят всегда. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы продолжаем наш эфир. В эти дни много кто, наверное, выезжал на природу. Вчера мы говорили как раз-таки о пожароопасном сезоне, который обычно открывается уже к середине мая. Между тем, Верхневилюйская инспекция государственного экологического надзора уже активно работает с подрастающим поколением. А так они в рамках профилактического мероприятия встретились с учащимися школ, и чтобы убрать мусор в местности Мус-Апа. Продолжение в следующем сюжете. Местность Мус-Апа известна тем, что даже в лютые морозы зимой из-под земли вытекает ручей, образует лед толщиной 2 метра, и он остается здесь до середины лета. Сейчас мы слышим, как шумит вода. В красивой местности наблюдать редкое явление природы и отдохнуть приезжает много народу, но есть факт, что многие из них не убирают после себя мусор, тем самым сильно загрязняя среду. Местность Мус-Апа, мы вот молодежь и школьники приезжаем, каждый год приезжаем, чистим. Сегодня приехали показать, как надо вести себя в природе. Это наша гордость. Явление природы, как Булус, где в городе там отдыхают. У нас здесь Булус. Проект «Экотропа» дает возможность обучить детей правильному поведению на природе, соблюдать чистоту везде и всюду. Экологи рады поработать вместе с детьми. Сегодня акция – это общереспубликанская акция, которая посвящена к субботникам в честь Дня Земли. Сегодня нами было собрано мусор, судя по всему, и здесь народ все-таки здесь перебирает за собой, поэтому мусора здесь не очень-то много. Аргётский наследник отсюда ближе всего, поэтому эти дети здесь частые гости. Они старательно убирались в местности, которые чтят и уважают. Собирать мусор в Якутии, очень много мусора в дорогах, реках, в земле, в деревьях. Животных становится мало. Мы хотим, чтобы было красиво, природа была должна быть чиста, воздух, вода, земля.
Сегодня была проделана большая работа, а сейчас дети разделились на две команды и играют в чистом месте, на чистом воздухе. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Хорошим делом занимаются ребята. Молодцы, Действительно, да. забота об окружающей среде. Тем временем нам на номер 8 914 273 4488 пришел вопрос. Я его зачитаю. Звучит он следующим образом. Руслан Ачиров раньше пел, да? И я думаю, нужно ответить на этот вопрос. Я, в принципе, могу на него ответить, но будет правильнее, если ответит на него Руслан. Сам Руслан Ачиров. Сам да. Руслан Ачиров. Сам Руслан Ачиров. Мы сейчас позвоним ему Вот в слышно, прямом надеюсь, да? эфире. Руслан, доброе утро. Вас Привет, беспокоит телепрограмма «Утро Якутии». Нам поступил вопрос. Звучит он следующим образом. Руслан Ачиров раньше пел, да? Можешь на него ответить? Так, надо ответить, да или нет? Да или нет? Может быть, что-то спеть? Так, спеть, наверное, не знаю, с утра получится. Нет, но я раньше пел, да. То есть, ну и сейчас иногда пою. У меня есть песня, которую, в принципе, многие знают, песня «Небо». Угу. Вот, а так я пою с даже, наверное, с 99-го года. Вот. Это долгий срок. А это высшая награда для парня из квартала? Да. Абсолютно. Все, спасибо тебе большое. Спасибо, хорошего Руслан. дня. Всем доброе утро. И тебе тоже. Ну, я думаю, мы смогли ответить на вопрос. Вопрос исчерпан, и мы можем продолжать наш эфир. Да, так дачникам, к примеру, за неуборку участков и прилегающих территорий грозит штраф. Так рассказала агентству Prime адвокат Елена Кудерко. Например, согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях, при первом выявлении захламления земельного участка предусмотрен штраф от 1000 до 3000 рублей. При повторном нарушении он уже увеличивается от 2 до 5000 рублей. Ну, рассказала такие цифры юрист. Она также отметила, что эти меры направлены, да, на сохранение плодоносного слоя земли, почвы и ограничение распространения сорной растительности, сорняков всяких и так далее. С одной стороны, указанные меры направлены на сохранение плодородного слоя почвы, ограничение распространения сорной растительности. С другой стороны, сухостой и бытовой мусор легко воспламеняются, способствуя возникновению или распространению бытовых пожаров, добавила юрист вот такую вот фразу. Действительно, сухостой – дело опасное в таких вещах, потому что дачные участки, как правило, на дачных участках могут не круглосуточно люди находиться, они могут пустовать, и сухостой может привести действительно к трагедии полномасштабной. Поэтому будьте аккуратны и осторожны. Да. Ну а сейчас у нас на очереди традиционная наша рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим вас с 3 родными сестренками: 10-летней Ирой, 9-летней Таней и 5-летней Верой. Дети в силу определенных причин оказались в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И мы очень надеемся, что для них найдется семья. Знакомьтесь, сестры: 10-летняя Ира, 9-летняя Таня и 5-летняя Вера. Девочки к нам поступили 1 марта. И младшую зовут Вера, среднюю Таня, старшую Ира. Так, Вера ходит в детский сад, Таня во 2 классе, Ира в 4. Младшая у нас Вера спокойная, ласковая девочка. Любит играть в настольные игры. Таня у нас любит читать сказки. И занимается она танцами. И вырезает из бумаг разные фигурки, оригами занимается. Ира у нас поет. Девчонки у нас учатся хорошо, хорошистки. Вот в прошлой четверти. Так, они у нас дружелюбные, всегда вместе, привязаны друг к другу. Ира, расскажи, а что вы рисуете? На тренировку волейбола, чтобы там наши будут играть в волейбол, мы за них болеть будем. А ты каким видом спорта занимаешься? Легкая атлетика. Иногда на борьбу хожу. Ира, а когда вырастешь, кем хочешь стать? Ветеринаром. Ира, вот расскажи про сестер твоих. Таня, она у нас очень творческая девочка. Она любит очень делать всякие оригами там.
рисовать очень сильно любит, разукрашивать. Вот разукраска не очень хорошо получается. Вера, она у нас теперь умеет танцевать. И Таня еще плюс танцы любит очень. Мы надеемся, что для Иры, Тани и Веры найдется семья. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем. Еще один вопрос на наш номер поступил. Будет ли лето этого года похоже на лето прошлого года? Каковы прогнозы синоптиков? Ну, по старой традиции вопроса мы сейчас позвоним в гидрометцентр. Шутка, конечно, мы не будем этого делать, но мы примем к сведению обязательно вот ваш вопрос. Я думаю, в этом месяце к нам в гости обязательно придут представители гидрометеослужбы, и мы поговорим о прогнозах, конечно же, на лето, потому что вопрос актуальный, интересный, надвигающийся, я бы сказал. Поэтому следите за нашими эфирами и анонсами в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Ну а с 15 апреля по 30 мая на территории страны проходит второе всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, данный проект начал свою работу еще в прошлом году. Якутия стала одним из участников этого проекта. Так, благодаря этому были благоустроены 11 парков, площадей и скверов в Нюрбе, селе Мая, поселке Айхал, селах Усть-Мая, Сунтар, Верхневилюйск, Кобяй, Апаны, Намцы, Оленек, Нюя. Также было благоустроено 30 дворовых территорий и 9 общественных пространств в 24 муниципалитетах. Более подробно о реализации этого проекта в этом году и какие территории претендуют на благоустройство мы поговорим с нашим гостем, главным архитектором города Якутска Семеном Сергеевым. Семен Афанасьевич, доброе утро. Доброе утро. Сколько территорий благоустройства в городе предложено в этом году? Ну, в этом году, вот как вы сказали, идет рейтинговое голосование. Что такое рейтинговое голосование? Это когда выбираем объекты для финансирования. Соответственно, каждый год проходит голосование, вовлечение жителей, чтобы каждый имел возможность повлиять на какое же общественное пространство будет строиться в ближайшие годы. Соответственно, если мы выбираем в этом году какой-то объект, он в следующем году будет иметь возможность финансироваться. Соответственно, мы выносим те объекты, которые максимально готовы, имеют проектную документацию. И в этом году как раз-таки вот, самое большое количество, можно сказать, 5 объектов мы представили для голосования. В прошлом году было 2 объекта. Ну и самые значимые объекты, которые, большие общественные пространства, которые требуют федерального финансирования. Это вот набережное озеро Сейсары, это вот исторически значимое наше место. Да, по нему еще в 2017 году был подготовлен дизайн-проект, разработана проектно-сметная документация. Мы должны полностью всю территорию набережной охватить тротуарами, велодорожками, полностью комплексно решить благоустройство этой территории. Второй объект – это набережная Романа Дмитриева. Это возле пляжа. Дамба, которая ведет к озеру Хатыстах от площади Победы. Вот этот проект тоже, дизайн-проект тоже по конкурсу был разработан предварительно. Сейчас идет разработка проектной документации. И предложена очень интересная там идея. И третья набережная, это набережное озеро Теплое. Там, где пешеходные мосты напротив СВФУ со стороны Залога. Там тоже будет интересный сквер, так называемый, произведением Тимофея Сметанина, Лакут Миргуган. По-другому называется сквер влюбленных. И 2 сквера. Это сквер Федора Кузьмича Попова на улице Дзержинского Федора Попова и сквер строителей на улице Жирницкого. Вот 5 объектов. А кто-то предлагает эти объекты или вы сами их формируете? Именно перечень. Сначала формируется пул общественных пространств, крупных общественных пространств, и для них разрабатывается проектная документация. Да, жители сами предлагают. Например, Федора Кузьмича Попова, сквер, в прошлом году был юбилей Федора Кузьмича, и этот проект, он тоже у нас является приоритетным. А остальные проекты, вы сами знаете, что у нас люди все тянутся к воде.
прогуляться вдоль воды, свежий воздух. У нас вот неблагоустроенные территории вот, на озерах городских, да, это вот остались практически, это вот большие наши озера, вот Сайсар и озеро Теплое, и вот, ну, дамба, это пляж, территория пляжа, набережная, это самые наши вот такие приоритетные места, можно сказать. А где можно проголосовать за объекты? Проголосовать очень просто. Заходим на сайт 14.город-среда и авторизацию проходим. Нажимаете по кнопочкам, которые там ведут, и выбираете из 5 объектов один, который мы предлагаем для финансирования. Очень просто. Семен Афанасьевич, а каких лучшие проекты вы можете выделить и рассказать, вот исходя из прошлого, да, года, из прошлого голосования, в каком состоянии сегодня они находятся и кто вот их поддерживает? Да, конечно. Все мы видим, все мы отдыхаем. Вот озеро Талое, да, вот, очень популярное место. Я вот рядом живу, там постоянно выходим, прогуливаемся. Даже вот зимняя холодная температура, да, всегда там люди ходят вокруг, отдыхают. Ну и в весенний период вы сами знаете, что там вот место сбора всех вот наших детей, да, любимое место каток. Так. Ну и так вот ворота Якутска, очень много у нас вот скверов, они все были реализованы по этой программе. Все большие, крупные объекты. Сквер ямщиков, сквер землеустроителей. И так вот дальше мы хотим вот самые крупные объекты, как привлечь вот федеральное финансирование. Ну и последний вопрос в 2 словах буквально. После работы, после благоустройства, на чьем балансе кто содержит эти территории? В 2 словах буквально. Да, конечно. В городе есть Центр управления общественным пространством. Это, проще говоря, это парк культуры отдыха. Вот они как раз-таки берут на баланс всю территорию. Содержат. Да, содержат, привлекают туда предпринимателей. Вот видели сквер Тружеников, да, вот недавно поставили там павильон, появился предприниматель, который полностью взял на себя все содержание, и также он рядом будет вести свой бизнес. Вот такая тематика у нас тоже дальше продолжается. Семен Афанасьевич, спасибо большое за ваши ответы. Ну а мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой продолжим наш эфир. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Развитие сельского хозяйства через новые технологии скажется на улучшении качества продуктов. Мигино-Кангаласский район посетила делегация экспертов, технологов, занятых в переработке молока в крупных молочных компаниях России. Делегация осмотрела животноводческий комплекс Чуя, пашни Мундулах и села Петровка. Далее в селе Павловск посетили молочный комбинат и животноводческий комплекс. В перспективе в районе планируют построить модернизированную ферму на 400 голов скота. Это увеличит число рабочих мест и производство местной продукции в разы. Производство сырого молока и переработку на принципиально новый уровень. И, наверное, выйти в перспективе на полное самообеспечение республики молоком, которое производится непосредственно внутри республики. Ну а дальше, чем черт не шутит, вы знаете, в принципе, я говорю, Дальний Восток сейчас пока дефицитен по сырому молоку, и, может быть, будет возможность это молоко вывозить и в соседний регион, а может быть, даже экспортировать. Но, наверное, сейчас ключевая задача – это все-таки обеспечить себя хорошим, качественным молоком и использовать тот потенциал, который есть. Приемная кампания Северо-Восточного федерального университета начнется в этом году 20 июня и пройдет в очном формате. Свои двери для абитуриентов распахнет главный учебный корпус. На 3 этажах будут представлены все учебные подразделения университета, а также прием документов будут вести и представители филиалов вуза. Отметим, что в этом году университету выделено 4350 бюджетных мест по всем формам обучения. В этом году абитуриенты могут подать документы традиционно, лично на базе университета, а также посредством портала госуслуги, называется суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, также через собственный сервис вуза, личный кабинет абитуриента СВФУ. Ну а также могут отправить через оператор почтовой связи. Мы 2 года подряд проводили приемную кампанию онлайн, дистанционно. В этом году мы будем зачислять на бюджетные места на основании наличия оригиналов документов об образовании и заявления о согласии на зачисление.
Группа ленских волонтеров поедет на международный слет добровольцев. Это ученики школы номер 4. Их проект ЗОЖ «Доброволец ПРО» стал одним из лучших в конкурсе соцпроектов на международном уровне среди 500 команд участников. Школьный отряд здоровья существует с прошлого года. Это последователи Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Учащиеся 8, 9, 10 классов школы занимаются профилактикой среди детей младшего возраста и формируют здоровый образ жизни. Слет пройдет в подмосковных Мытищах. Поедут 3 волонтера в сопровождении руководителя. По первому этапу наша команда вошла в десятку лучших из почти 500 команд со всей России, с Республики Беларусь, с Армении, с Казахстана. Слет будет посвящен теме, конечно же, здорового образа жизни. Будут проведены различные тренинги, мастер-классы, будут приглашены различного уровня эксперты в сфере здорового образа жизни. Организует данный слет общероссийская общественная организация «Общее дело». К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну а сегодня на дворе четверг, и четверг это же что день? Это день кинопремьеры, и прямо сейчас узнаем, какие фильмы можно увидеть в столичном кинотеатре «Лена». Репертуар этой недели, говорят, довольно интересный. И давайте все вместе узнаем, что же ожидает зрителей. Доброе утро! Кинотеатр «Лена» приглашает на этой неделе любителей жанра ужасы на премьеру фильма «Проклятие плачущей без времени». Раз в 20 лет на границе США и Мексики наступают дни, которые зовутся безвременем. По легенде, боги в это время спускаются на землю, чтобы унести с собой человеческие души. Однажды группа молодых людей оказывается в самом центре этой кровопролитной охоты с участием загадочных существ. Мы здесь в безопасности. Проклятие плачущей. Безвременье. В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить свою историю переживаний в годы Второй мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому, захватив оригинальный манускрипт, девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну совсем непросто. Она дарит всем людям надежду. Что ты видишь, Петер? А ты? Я вижу ангелов, Петер. А в преддверии 77-й годовщины Великой Победы кинотеатр «Лена» начинает показ военных фильмов. В конце 1941 года в окрестностях Вязьмы произошел один из маленьких эпизодов масштабной и судьбоносной битвы за Москву. Отряд советских бойцов неожиданно сталкивается в заброшенном поселке с безжалостным противником. Мало ли было таких сражений, когда силы не равны, надежды нет, а есть только готовность стоять до конца. Но известно, что именно в разгар безнадежной битвы появляется он, легендарный Красный Призрак. Немецкие войска уже имели возможность убедиться в его силе. Он приходит из ниоткуда и бьет по захватчикам дубиной народной войны. Красный Призрак мстит за всех погибших, а сам не падает ни от ударов, ни от пуль, ни от взрывов. Он герой без наград и без имени, которому нужна только победа. Одна на всех. Может, что? Бессмертный? Может и так. Там нет призрака, только 4,5 партизана. Я плохо расслышал. Красных призраков стало уже 5.
Также в прокате якутское кино про снайпера-якута, который, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику. И фильм, снятый по повести «Егор Черин», которая была написана в 1947 году якутским писателем-фронтовиком Тимофеем Сметаниным. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Спортивная акробатическая студия «Диаданс» из Якутии заняла первое место на 18-й Всемирной танцевальной олимпиаде в самой сложной дисциплине – акробатический этюд. Марина Сергеева и Вика Игнатьева достойно представили нашу республику под руководством Айгуль Аширбековой. Крупнейший на планете международный танцевальный проект проходит в эти дни в Москве. Всего в соревнованиях принимают участие 36,5 тысяч участников в 60 дисциплинах из 70 стран мира. Что ж, ну а перед тем, как попрощаться с вами на сегодня, хотелось бы напоследок зачитать сообщение, которое поступило к нам по нашему номеру. Поздравляют дорогую племянницу Алину с днем рождения, с 26-летием. Желают крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения желаний, позитива и оптимизма. Алина поздравляет вас, тетя Лена. Мы присоединяемся к поздравлениям. Да, тоже желаем всего самого лучшего. Самое главное, чтобы день сегодняшний праздничный у вас с улыбкой на лице прошел, как и у всех зрителей, кто сегодня к нашему эфиру подключился и смотрел его. Пусть у вас обязательно сегодня все получится. До встречи, увидимся завтра.